Уважаемые коллеги, я очень рад возможности, предоставившейся мне, поговорить о фортепианной музыке XX века, или даже, скорее, второй половины XX века, вот в Якутске. Я не очень хорошо пока что представляю, ну, скажем так, степень известности, так сказать, того репертуара, о котором я буду говорить вот в вашем регионе, но то, что мне уважаемое управление, которое организовало конференцию, заказало два отделения суперсовременной музыки в мой концерт, я должен сказать, что это произвело сильное впечатление на моих коллег в Санкт-Петербурге, что у нас такая программа идет крайне редко. В любом случае, так современную музыку играют, скажем, ну, в лучшем случае 50/50. А чтобы так, два отделения современной музыки, естественно, для меня стал вопрос, как сформировать вот эти два отделения для того, чтобы показать современные средства музыкальной выразительности, традиционные, нетрадиционные, показать классику 20 века, то есть известную картину каких-то основных явлений музыки 20 века, чтобы они вошли в программу, скажем, вот 1,5 часа музыки. Если учесть, что у меня в репертуаре, я за свою исполнительскую жизнь сыграл более 100 композиторов 20 века, то я испытывал некоторые затруднения, особенно когда касается тех людей, которые не войдут, будучи того достойны, в эту программу, и о которых стоит говорить особо. Ну, это, так сказать, отдельный момент. Мне еще хотелось бы поговорить в связи с теми проблемами изучения современной музыки и проблем, которые встают перед современными фортепианными педагогами в преподавании современной фортепианной технологии. Здесь идет целый ряд проблем, тесно связанных друг с другом. Проблемы психологические, проблемы музыкантские, проблемы технологические. И я вот не первый раз выступаю с подобной проблематикой на конференциях. Это было и в Петербурге, это было в Калининграде. И с удовольствием, так сказать, хотел бы поделиться своими соображениями, потому что вот 32-й год я преподаю в консерватории, и, в общем, я связан и с преподаванием современной музыки, и с исполнительством, и самое главное, что я имею большое количество творческих контактов с автором. То есть, имея в своей жизни приблизительно 60 мировых премьер, это все проходило вместе с авторами, в их присутствии. И, естественно, такие вещи, они накладывают отпечаток и на психологию исполнителя, и на музыкантскую психологию. Потому что никто, как композиторы, не могут объяснить исполнителю вот какие-то конкретные элементы, которые подсознательно может ощутить только человек, с моей точки зрения, который способен рожать музыку сам. И у меня этой способности нет. И когда мне говорили многие люди: слушай, ты столько сыграл современную музыку, неужели ты не можешь что-нибудь написать, чтобы тебя в Союз приняли? Да. Ну, что-нибудь такое серийное, что-нибудь такое додекафонное, ну что, чтобы выглядело очень современно, ну вот я считаю, что это просто нечестно. Вот если у человека нет физиологической потребности сочинять музыку, пусть он этим не занимается. Музыка очень большая сфера, и каждый найдет себе применение, имея на то некоторые способности. И вот, говоря о музыке 20 века, я хочу сказать, что в чем сложности восприятия, допустим, советской, постсоветской аудитории современной музыки. Ну, это прежде всего, конечно, то, что называлось железным занавесом. Вот сегодня я считаю, что мы живем достаточно интересное время, потому что последние 30 лет все-таки западная музыка к нам проникает достаточно регулярно. И в виде записи, и в виде исполнителей, и в виде, так сказать, творческих контактов. Что было такое в 60-е годы, это я представляю себе тоже достаточно хорошо. Я учился в училище, и, как я уже говорил на открытии конференции, нам читали лекции о музыке живой и мертвой. Вот. И все те фамилии, которые потом пришлось переоценивать заново, то есть уже исходя из собственного музыкантского опыта. Да, мне очень повезло, я учился в Ленинградской консерватории, я слушал лекции Леонида Евгеньевича Гакеля, замечательного музыковеда и замечательного музыканта, у которого у нас общий учитель, мы оба ученики Натана Ефимовича Перельмана, замечательного педагога петербургского. И вот это, конечно, наложило отпечаток и на мое мировоззрение, на мое ощущение современной музыки, и на ту систему координат, с которой мы сейчас оцениваем те или иные явления. Дело в том, что любое музыкальное явление современности имеет свои корни.
Ни одно явление, ни одно течение не возникает на пустом месте. И вот когда с 30-х годов по 60-е, так сказать, по сути дела, 40 лет существования западной музыки было вычеркнуто из музыкального образования, вычеркнуто из, так сказать, просто из информативного поля нашего музыкантского. Я уже не говорю, что запрещен Рахманинов. И, ну, сейчас, вообще говоря, так немножко мороз по коже, когда читаешь советскую музыку 35-го, 36-го, 38-го года. Все это было. Понимаете? И поэтому целый ряд явлений, которые мы стали воспринимать в 60-е годы, 70-е годы, мы стали воспринимать как явления экзотические. Они не имели платформ. Вот что-то происходит. Ну, естественно, понимаете, когда мы какими только ругательствами не награждался, так сказать, такой выдающийся композитор, как Джон Кейдж. Что это полное безобразие, распиливание роялей, сбрасывание там с этажей. Ну, то есть все какие-то экстраординарные моменты в творчестве замечательного музыканта, выдающегося художника, так сказать, очень своеобразного, очень необычного, но вместе с тем сказавшего значительное слово, так сказать, в истории музыки 20 века. Это было абсолютно негативно. Ну, я уже не буду говорить все прочее, что вот после этих слов я помню свое первое детское впечатление от 8-й симфонии Шостаковича. Но если вы помните токкату и эти вскрикивающие кларнеты, что это, музыка? Первый вопрос, а где мелодия? А где? Ну тут же непонятно. Вот мне, ученику музыкальной школы, было это совершенно непонятно. Естественно, прошло какое-то время, я понял, что гениальный композитор вот сказал то, что он хотел сказать. Когда первый раз у нас издали 2 пьесы из цикла «Взгляда на младенца Иисуса» Оливье Мессиана, это издали в сборнике пьесы зарубежных композиторов, 2 пьесы, все, без названий, без какой цикл. И, конечно, все, что связано было в какой-то мере с религиозной тематикой, это было запрещено полностью. Это все на службе у той, так сказать, идеологии, и все, что было идеологизировано, это, к сожалению, тот тяжелый груз, который нам сейчас приходится преодолевать в нашем образовании. И вот моя задача в известной степени, ну, не только популяризаторская, просветительская, если угодно, я ее так считаю, что это основная наша работа сегодня, потому что 30 лет назад в Союзе композиторов Ленинграда тогда проводились закрытые информативные концерты, на которые допускались люди строго по членским билетам или несколько пригласительных. Я получал пригласительные билеты, и вот Алексей Борисович Любимов, мой большой друг, которого я считаю одним из учителей своих в области современной музыки, вот он привозил нам ноты, 3-ю сонату Булеза. Я в жизни не забуду его вечер, когда он играл всю Нововенскую школу фортепианную наизусть. Всего Шонберга, полное собрание сочинений сонату Берга и вариации Вебера. Это на моей памяти было вот in life, как говорится, исполнено в Доме композиторов. Это он первый показал мне Штимунг Штокгаузен. Вот это сочинение, которое можно понять, только представив себе вот эту идеологию, вот это йогов, вот этих 6 человек, которые сидят и издают звуки в определенной последовательности, потому что они погружают себя в сферу определенного какого-то звукового поля, несвойственного русской, так сказать, русскому менталитету или русской школы, но это совершенно другое восприятие. Когда ты слушаешь «Взгляды на младенца Иисуса» или, скажем, одно из любимых моих сочинений Мессиана «Экзотические птицы», которые я много раз сам играл с оркестром, понимаете, это такое представление о том, что инструмент наш, он абсолютно безграничный. Абсолютно безграничный. То есть есть какие-то вещи, которые не укладываются в привычные нам схемы. И вот, задаваясь вопросом, каким образом учить этому или не учить, в каком возрасте учить, каким образом воспитывать вот в сегодняшних молодых людях спокойное восприятие современной музыки, с теми деталями анализа, с теми деталями, ну, как сказать, с попыткой разобраться вот в образном строе. Ведь это никуда не, так сказать, не уходило и никогда не уходило образное содержание или, так сказать, ну, скажем, внутренний какой-то духовный строй музыки, назовем так. Это никогда не связывалось для серьезных людей с программностью.
когда есть какое-то название. Но были у нас вот видные педагоги в Петербургской консерватории, для которых программность это была все. То есть они готовы были программность, вот Мефистоваль, вот где кто мефистовальцы, где кто с кем что. Понимаете? Вот фуга Баха, это вот обязательно такая-то, а не такая. Ну как, разве вам не ясно? У нас, например, полифонию ведущий, ныне покойный профессор, трактовал и так. Что такое полифония? Когда играли клавирную музыку, где-то штрихи, стаккато, легато и так далее. Он говорит, неужели вы не понимаете, что полифония – это многоголосие, голос – это пение. Следовательно, полифонию надо петь. Вот такая цепочка выстраивалась. И, собственно говоря, аналогичные цепочки в анализе любых явлений, они приводят в тупик, в общем-то. Это совершенно ясно. И вот здесь выходит то, что, к сожалению, на первый план для меня, как учителя и педагога, выходит момент, который я считаю сегодня основным и в педагогике фортепиано, и в любой музыкальной педагогике. И особенно в том пункте, когда мы говорим, что этот человек должен совершенствоваться как профессионал, а этот не должен совершенствоваться как профессионал, и ему хватит общего образования. Мы этого, в советской педагогике, насколько я знаю методику, а я ее изучал многожды, то у нас этого различия практически нет. Мы всех учим, как учим. А этот процесс требует сегодня очень серьезной дифференциации. Потому что кто такой человек, которому я бы посоветовал стать профессионалом, во всяком случае, совершенствоваться в этой области? Я хочу ощущать вот у этого человека то, что я называю чувственным ощущением звука. Чувственным ощущением. То есть для ощущения, что звук, звучащий материал, есть та материя, которая находит моментально какой-то резонанс в душе человека. Не просто красивая музыка, не красивые мелодии, не то, что нравится. Можно любить музыку и не любить рояль. Это не парадоксально, это так. Я сам с этим прожил, скажем, до 18 лет. Я очень любил музыку и не понимал, что такое любить рояль руками. Теперь, чем дальше, тем больше я этому придаю большое значение и стараюсь у детей это диагностировать как можно раньше. Это способность. У некоторых она врожденная. Это большая редкость. Это большая редкость. Большинство учат играть на клавиатуре. Делают это лучше или хуже, точнее или не точнее, быстрее или медленнее, громче или тише. Это параметры другие. Возможность произносить живую музыку на инструменте. На нашем инструменте это несколько труднее, может быть, чем на скрипке, гобое, флейте или голосом. Но это есть идея, которая сегодня в современной педагогике, почему я с этого начал, говоря о музыке 20 века, которую мы многие склонны воспринимать абстрактно. Пишут себе, особенно там где-то. И зачем они это все? Любой композитор знает, когда он приносит свое сочинение в оркестр, ему последний, второй скрипач что скажет: слушайте, что вы тут написали? Здесь же может все гораздо проще. А вот если это выкинуть, ваша форма сразу выстроится. Я не ошибаюсь. Вот, понимаете, там специалистов все. И всем кажется, что зачем вот это так высоко так? Все гораздо лучше звучит вот здесь. Понимаете, это ощущение, когда мы ищем какие-то привычные для нас догматические моменты, которые нам совершенно ясны. Вот это так, на это похоже, а это на это похоже. И не пытаемся расшифровать чужой язык, не попытаемся понимать, а что происходит, почему это так, почему требуется время для осмысления каких-то музыкальных явлений. И вот 20 век нам дал такое потрясающее разнообразие национальных школ. Я уже не говорю, что если всерьез говорить о музыке 20 века, а у меня была возможность прочитать курс лекций, 8 лекций для повышения квалификации Архангельской области всех педагогов фортепиано, они сделали такой курс, заезд, повышение квалификации по 72-часовой программе, как вы знаете. И вот это мне пришлось. И, конечно, все начинается с Дебюсси. И когда мы начинаем говорить о значении роли Клода Дебюсси как великого философа в музыке, человека, давшего столько идей в 20 век, который все пошло, так сказать, вот в какой-то степени от Клода Дебюсси. И потом, когда я узнал, что он захватил все-таки серьезный и 19 век, а вот 20 век. В 20 веке, когда сделали опрос, кто из композиторов, кого вы поставите на первое место? Причем большой опрос. Знаете, в 20 веке много великих. Первым с незначительным отрывом, представьте, был Белла Барток. Да, вторым Стравинский. Допустим, я бы поставил их в обратном порядке, но это не играет роли.
Именно, может быть, эти две фигуры вот в начале века, они показали те направления развития, которые пошли в музыке дальше в разных школах, о которых можно говорить очень долго. Одна школа Мессиана чего стоит, его собственное творчество, его ученики, Штокгаузен, Ксенакис, Дерть Куртак. Это великие композиторы. Штокгаузена я знаком с Штокгаузеном, Дертя Куртага я знаю хорошо. Естественно, Мессиана я не застал, Ксенакиса тоже уже нет живых. Вот. А этих людей я знаю, в общем, как это для меня живые люди все. И вот Клод Дебюсси, и все, что пошло от него, и дальше пошли школы американские. Школа американская. Это прежде всего Чарльз Айс, Генри Коуэлл с их находками. Дальше Самуэль Барбер, в меньшей степени для меня такая фигура, как Арлан Копленд, имеет значение. Латинская Америка, Вилла-Лобос. Вот вы знаете, когда несколько лет назад, сейчас уже будем говорить лет 15, прорезался Астор Пьяццола. Как явление мирового масштаба, для меня несомненно. Вот просто, знаете, человек, который достаточно имеет какой-то такой слушательский опыт, вдруг прикасаешься к такой живой струе, живой музыке. Особенно если когда-нибудь вы имели возможность видеть видеозапись, как сам Астор Пьяццола играет на своем бандонеоне. Знаете, вот это вот приобщение к какой-то культуре, которой мы не знали, это для нас совершеннейший, так сказать, родник какой-то новый. Я должен сказать, что я был совершенно потрясен, я слушал очень много Пьяццолы, я стал писать какие-то обработки, которые мне самому не понравились. Но мне хотелось пообщаться с этой музыкой, пообщаться с этим потрясающим артистом. Потрясающим артистом именно потому, что он лаконичен, он чрезвычайно естественен, он прост и вместе с тем такая живая интонация. Вот мы находим эту систему, понимаете, каких-то таких духовных координат в латиноамериканской музыке, которые вот здесь видно, там, у Вилла-Лобоса она есть. То есть есть целый ряд фамилий, которые я сейчас не буду называть. Интереснейшие процессы идут в интеграции восточной музыки и европейской. Один из ведущих специалистов и композиторов, Юн Исан Юн, точнее, как вот в Европе его произносят, Исан Юн, кореец, в Дармштадте, работал как виднейший теоретик и композитор европейской школы. Я недавно слушал одни вариации китайского композитора, который учился в Мюнхене, получил такую добротную немецкую школу и написал вариации, в которых, я не могу сказать, что я небольшой знаток китайской музыки, но то, что это совершенно необычно, откуда у него такие идеи? Вот в немецкой музыке таких нет. В немецкой музыке сейчас очень много композиторов, которые пишут серийную музыку. Очень сложно. Я не могу отличить одно произведение от другого. Такого очень много. Но оно есть всегда, понимаете, когда вот какая-то идея национальная возводится в какой-то такой ранг гордости. И если ты не пишешь 12-тоновую музыку, то тебе просто на рынке делать нечего. И чем сложнее запись, тем, так сказать, вот выше твой авторитет как композитора. Я очень ценю тех пианистов, которые это играют. Я это не играю. Это если я вот не могу говорить эту музыку как живую сегодня, я ее играть не буду. Так же, как я не играю препарированную музыку для препарированного рояля, вот именно это сочинение Джона Кейджа, которое я очень высоко ценю, но сам не играю. Есть вот какие-то такие моменты, которые требуют, конкретной эстетической оценки, скажем так. И вот, когда мы сталкиваемся с этим обилием музыкальных явлений, во-первых, мы приходим к выводу, что Петроград 20-х годов был одним из центров музыкального авангарда Европы и мира. И когда я завтра буду играть сочинение Владимира Щербачева, которое написано в 19-21 году, после того, как я предполагаю играть Бартока и Шонберга, я понимаю, что здесь ясны совершенно влияния одного и другого, и в форме, и в манере выражения. Это абсолютно русская музыка, и абсолютно современно звучащая сегодня. И в своих тональных принципах, и в принципах фонических. То есть очень много таких вещей, которые будут активно использоваться в конце 20 века. Владимир Владимирович Щербачев это сделал уже в 20 году. И я думаю, что, понимаете, этому композитору еще суждено возрождение и интереса к его творчеству, и просто оценка совершенно другая его творчества. Вот. Это чрезвычайно важный для меня процесс, потому что мы наблюдаем после этого такой отход в академизм. В 30-е годы, когда всем объяснили, как надо писать музыку, как надо, и все, в общем, эти процессы заслуживают отдельного разговора, и только такой великий композитор, как
Сергей Сергеевич Прокофьев, ну и, естественно, Дмитрий Ильич Шостакович со своими великими сочинениями 30-х годов. Знаете, как не понять, что такое, что трагическое сочинение, виолончельная соната, чаплинский цикл 24 прелюдий. Это же, понимаете, когда мы говорим, что это издевательство над мещанцем, то это все не так. Первый концерт, это абсолютно, вот я говорю, чаплинская трагикомическая ситуация. А Прокофьев написал так называемую военную триаду, я говорю, что сонат 6, 7, 8, конечно же, не про войну. Конечно, это трагедия нации, это трагедия своего народа. И тут все требует толкования. Когда советскому музыкознанию было удобно это все объединить под салют 9 мая, ну так оно и произошло, понимаете. Но время все ставит на свои места, и сейчас и документы говорят о Сергее Сергеевиче Прокофьеве как о человеке и как о композиторе. Достаточно много интересного, не вписывающегося в рамки вот такого ортодоксально-советского подхода к оценке музыкальных явлений. Но я сегодня хотел бы немножко больше остановиться на тех новаторских явлениях, которые отмечаем в музыке, и прежде всего американской музыке XX века. Для того, чтобы представить, что такое современный рояль, мы должны вот обратить внимание на то, как развивалась американская фортепианная музыка. Американская фортепианная музыка отличалась некоторыми особенностями, вообще принцип американских композиторов. Как замечательно сказал Александр Ивашкин, замечательный музыкант и музыковед, это психология освоения незанятых пространств, характерная для американцев. Для них рояль – это прерия. Ну вот все играют на клавиатуре, ну и что? А там-то, за пределами клавиатуры, все свободно. И вот Генри Койл, интереснейший музыкант, да, решил в позднем возрасте стать виртуозом, решил стать концертирующим пианистом. И что он сделал? Значит, вместо того, чтобы добиваться технических результатов в своей повседневной работе, он понял, что он не добьется ничего серьезного, он изобрел свою собственную технику. И вот первым применил технику игры на струнах, технику тон-кластеров, то есть ладонные кластеры, локтевые кластеры, Генри Койл. И в турне по Европе не случайно он имел грандиозный успех. Известно, что Барток и Прокофьев, будучи тогда в Париже, они просили у него разрешения пользоваться его приемами. Он их, так сказать, запатентовал. Барток в 26 году написал сюиту на вольном воздухе, где, значит, такой кластер кулаком использовал в части на вольном воздухе. А Прокофьев, как вы знаете, в 6-й сонате 3 удара кулаком. Чем, вы знаете, что это было, так сказать, коль пунью, это было изъято из всех советских изданий до последнего собрания сочинений. Есть только в первом и в последнем. А дальше тот, кто знал, тот играл кулаком, а кто нет, 4 пальцами. Вот. Это все пошло, так сказать, от Генри Койла. Здесь вопрос стоит следующий. Вот если мы сейчас, послушав одно сочинение, одно из первых сочинений Генри Койла на струнах, это сочинение «Банши». Тут есть некоторая, так сказать, индуистская какая-то подоплека, но в целом мне хочется, чтобы вы посмотрели, как звучит рояль в том виде, в котором его представил, так сказать, в Европе Генри Койл. А началось это все, собственно говоря, в 1915-1916 году. Все его поиски. Слушайте, как звучит наш инструмент.
Вот это небольшое сочинение, которое демонстрирует возможности игры на струнах. Это кроме пицциката, кроме глиссады, это еще движение вдоль струны, вот, которое создает этот такой свистящий эффект. Причем движение осуществляется ногтем, или оно бывает, что используется специальный кусочек канифоли для того, чтобы как скрипачу по струне, да, вот извлекать это от сопротивления канифолии струны, вот от этого контакта получается особый звук. Другое дело, что мы вдруг попадаем в совершенно неизведанную нами область в нашем образовании. Если так вспомнить свои музыкальные ассоциации, то мы скажем, такая прелюдия Дебюсси, что видел западный ветер или туманы, в какой-то степени очень близко смыкаются. То есть звуковой идеал, он уже был намечен. Но реализация совершенно вот американская. То есть любой европеец бы сказал, нельзя. Американец говорит, нет, мы знаем западную культуру, знаем, она может. И вот в этом отношении раскованность американцев, она совершенно беспредельна. Я должен убедиться из общения с музыкантами и, конечно, с творчеством американских композиторов. Вот дальнейшее развитие, я просто хочу сегодня в этой небольшой, так сказать, лекции показать вот те границы, крайние точки, я бы сказал. Потому что между ними очень много стилистических явлений, которые вмещают и одно, и другое, и третье. Просто для представления о том, как это действительно производит для тех, кто первый раз слышит, достаточно удивительное впечатление. Потому что сейчас я хочу показать фрагмент сочинения Джона Кейджа, который называется «Вакханалия». Джон Кейдж – это очень интересная фигура. Вот типично американское явление. Ему была заказана музыка для драматического спектакля. Не было денег нанять оркестр. Что сделал Джон Кейдж? Он стал использовать возможности своего рояля необычным образом. Он положил лист железа на струны и начал экспериментировать с этим составом инструментов для того, чтобы создать обстановку ужаса. Ему нужно вот что-то ужасное сделать, и он выбрал такой момент. Дальше он начал использовать различные клинья, бамбуковые клинья, резиновые клинья, шурупы между струн. Во-первых, расстраивая рояль определенным образом, но и достигая особого рода ударных тембров. И вот все, что касается ударности рояля природы, здесь было настолько поставлено во главу угла, и вот эта тембровая расцветка, что это произвело сильнейшее впечатление. Такого рояля и такой организации музыки еще не знал никто. Но как прикладная музыка, это имело просто огромный успех. Со временем это стало музыкой уже и концертной. Я хочу сказать сразу, что я получаю удовольствие, слушаю эту музыку, и сам ее не играю, потому что для меня является существеннейшим, я бы сказал, показателем возможность влиять на интонацию руками. Здесь практически интонации как таковой нет. Есть определенный тембр, который заряжен, собственно говоря, уже с самой препарацией, и небольшие возможности пианиста варьировать динамику. Педализация здесь не играет никакой роли. Вот сколько запрограммированных нот существует, вот столько нот используется композитором. 20 нот. Вот 20 нот ему достаточно для всей пьесы, и, в общем, вы услышите ту особую организацию, когда рояль становится похожим на музыкальный ударный инструмент с неопределенной высотой звука. И вот сейчас прозвучит, я покажу вам фрагмент из пьесы Кейджа «Вакханалия».
чтобы показать тембральную сторону дела, мне кажется, этого достаточно. В этом есть что-то завораживающее, как в любой ситуации с ударными инструментами, которые вот сообщают тебе этот какой-то физиологию сильного ритма, я бы сказал. Простите, вас смогли бы вы возможность называть годы создания произведения, не тех, что прозвучали, те, что прозвучат в вещах? Это сочинение написано приблизительно, это, если я не ошибаюсь, это говорит 42-43 год. Коуэлл, первая пьеса? Коуэлл, первая пьеса, это 22-24, я могу годом ошибиться, но это 20-й год. Вот. Сейчас я вам покажу еще одно сочинение композитора, которого я необыкновенно ценю, с которым я знаком, и я сыграл его практически все фортепианные сочинения. Это Джордж Крам. Джордж Крам – это тот вот композитор, который мне случайно попали одни ноты для сочинения для двух фортепиано и ударных. Называлась «Музыка летнего вечера», «Макрокосмос 3», написанный в 1976 году. И я совершенно влюбился в это сочинение, и мы организовали, я дважды в жизни я его играл, это 2 рояля и 47 ударных инструментов, на которых играют 2 человека. Притом с большим количеством экзотических инструментов, типа тибетских молитвенных камней, понимаете, или ослиной челюсти. Да, это все, значит, это все у нас было. Мы не достали только один инструмент, это африканское ногтевое фортепиано. Или альтовая калимба. Мне ее привезли из Японии только через 2 года. А так мы нашли замену какую-то тембровую и сыграли своими средствами вот это сочинение. После чего я и мои ученики сыграли все сочинения Джорджа Крама. Джордж Крам пришел к идее расширенного фортепиано. То есть фортепиано, которые используют и одно, и другое, и третье, и предметы на струнах, и игру на струнах, и игру на клавиатуре, с условием акустического усиления. То есть Джордж Крам в большом количестве использует фортепианные флажолеты. Фортепианные флажолеты есть нескольких видов. Используемый давно, скажем, с такой пьесы, как Паганини Роберта Шумана, когда обертоны удерживаются беззвучным нажатием, или у Шонберга, когда громкий аккорд вызвучивает обертоны беззвучно нажатого. Это все считается достаточно традиционно. Но все, что связано с фиксированием флажолетной точки. То есть пианист должен пальцем на струне вот так чуть-чуть прикоснуться к середине струны, а потом сыграть либо на клавиши, либо пиццикатто любым образом, то есть получая звук октавой выше. А? Да, точно то же самое. То есть используются флажолеты 2-го обертона, 4-го обертона и 5-го обертона на низких струнах. И вот это все требуется особая техника звукоизвлечения и, самое главное, подготовки этой ситуации, при которой возможно пиццикатто, возможно вот эта вот флажолетная техника. Флажолетная техника звучит очень необычно. Да. Ну вот. Короче говоря, вот все, что с этим связано, вся техника пиццикатто. Что такое, вообще говоря, игра на струнах? Я 15 лет назад бы не поверил, что такие пассажи вообще на рояле исполнимы. Потому что я не видел способа играть на струнах, как на клавиатуре. Этот способ оказался очень простым. Нужно пометить демпфера особым образом, чтобы на струнах ориентироваться с такой же скоростью, как на клавиатуре. Когда-то мы подписывали каждый демпфер. Вот это ля диез, си бемоль, в этом разобраться очень трудно. Помечаются нами, допустим, условно говоря, 3 красных, это будет фа диез, соль диез, ля диез, и 2 зеленых, до диез, ре диез. Как вы только бросаете взгляд на струны, вы тут же понимаете, где вам нужная струна для пиццикатто. Вот это, вообще говоря, ситуация для тех, кто не занимался этим, достаточно непривычная. Тебе уже нужно играть, а ты ищешь, где она тут. Чего на клавишах практически не бывает. А тут есть такой момент легкий. Ну, для того, чтобы, допустим, заглушить пальцами определенные струны, сыграть их на клавиатуре при поднятой педали. То есть особый эффект. Использование 3-й педали сплошь и рядом. Без 3-й педали, вот эта sustain pedal, которая здесь есть, эту музыку, она просто неисполнима. Ну, американцы смотрят так, допустим, если вам не подходит рама этого инструмента для исполнения всех этих эффектов, замените инструмент.
У нас пианиста заменит, скорее, со всей программой, если вообще встанет такой вопрос. Вот, а это вместе с тем, эта музыка, ну, для меня, во-первых, необыкновенно красива. Я хочу сообщить, что вот 10 числа, да, 10 числа в 16 часов, вот, очевидно, здесь же, я привез ноты, чтобы показать эту американскую музыку и более подробно остановиться на циклах Джорджа Крама, который называется «Макрокосмос-1» и «Макрокосмос-2». Это небольшой аналог 24 прелюдиям Дебюсси, это 24 пьесы. Вот когда вы увидите такую форму записи, да, здесь с одной стороны все ясно, видно, да? Вот такая картина. Это одна пьеса. Вот это. Но это другая пьеса, да. Так что вот. И эти два, я готов объяснить все способы звукоизвлечения, которые там применяются, потому что последний раз я это играл в Новосибирской консерватории лет 8 назад, вот в Большом зале Новосибирской консерватории, как раз там Стенвей, я играл эти обе тетради макрокосмоса, разумеется, наизусть, потому что оперативность на струнах, она предусматривает вот свободу этого пространства. И вот те проблемы, которые возникают в педагогике в связи с освоением этой музыки, я хотел бы осветить вот после того, как вы послушаете 3 части из сюиты, рождественской сюиты Джорджа Крама, который играет замечательный голландский пианист Роберт Насвелд. Вы услышите такое количество различных приемов звукоизвлечения, что, ну, я готов, я говорю, потом ответить на любые вопросы в связи с этим, потому что это я все проходил и с учениками, и сам. Но сама вот ситуация для меня немножко отчасти аналогична, ну, не без влияния, скажем, взглядов на младенца Иисуса, Мессиана, когда это фрески, первая часть называется «Пришествие», вторая часть «Колыбельная младенцу Иисусу» и третья часть «Песнь пастухов». Вот эти 3 небольшие части, это всего сюита в 7 частях, я ее целиком покажу 10 числа, у меня тоже ноты есть. А вот послушайте, пожалуйста, образ фортепиано Джорджа Крама. Вот вы услышите и то, что было у Коула, и то, что было частично у Кейджа, но вместе с тем это абсолютно живой рояль. Вот первая часть пришествия – это ощущение, как будто вот как молния пронзает чье-то сознание с ощущением, что вот произошло, вот случилось. И оцепенение, как бы с ощущением значимости происшествия. Но остальное я не буду так рассказывать, но во всяком случае эти созвучия, вот эти колокола, это расщепленное звучание как бы нецивилизованных еще гобоев, понимаете, или каких-то пищалок, которые тогда существовали, вот эта вот первобытность. И вы услышите хорошо знакомую вам пентатонику. Пентатонику, которая как Дебюсси, так и у Джорджа Крама представляет собой ощущение временной отстраненности. То есть, условно говоря, давно было. Вот пентатоника как ощущение какой-то реликтовости вот этого явления. Надеюсь, что я правильно попал.
Песни пастухов. От дудочка. Я хотел показать этот фрагмент для того, чтобы, ну не знаю, как у вас, у меня ощущение красоты не проходит, несмотря на всю необычность звучания. Здесь он использует пентатонику одновременно с додекафонной системой, с 12-тоновой. И все это настолько естественно и настолько красиво звучит на рояле, когда ты слышишь ноту фа обыкновенную, потом фа пицциката, потом фа заглушенную пальцем. Вот целый комплект. И когда есть одна пьеса, называется «Фантомный гондольер» в макрокосмосе, где пианист играет тему на струнах двумя наперстками. Вот два наперстка на пальце, и вот эта вот трель на одной струне двумя наперстками. Это очень такое, я бы сказал, ну, леденящее душу ощущение этого тембра, потому что вот что-то как бы не совсем естественное происходит. Но вместе с тем это та ситуация, в которой я как исполнитель, я владею тембром, я владею динамикой, я владею живой интонацией. Вот то, что меня привлекает очень в этой музыке здесь, это очень красиво звучит на рояле. Очень красиво. Необычно, но красиво. Вот в связи с этим, с изучением этой техники, хотим мы или этого не хотим, эта музыка сейчас в мире пользуется огромной популярностью. Когда композитор приехал в Петербург на фестиваль, он был совершенно поражен, насколько хорошо мы знаем его музыку. Во-первых, мы знаем буквально все, что он сочинил, во-вторых, мы знаем литературу. И могли с ним дискутировать о многих моментах в его собственных сочинениях, так сказать, весьма подготовленными. Он был очень, очень доволен, и как относится, и как знают его музыку. И, в общем, в мире сейчас в любом магазине компакт-дисков 3-4 записи макрокосмоса разных исполнителей уже есть. То есть это играют, это все. Естественно, это связано с определенными трудностями техническими. То есть нужно потратить время на освоение этой технологии. И вот остаток своего, так сказать, оставшегося мне времени я хотел бы как раз остановиться на этом. Мне не хочется сейчас описывать подробно приемы, которыми мы пользуемся. Я вот оставил здесь 2 методических работы, которые говорят о том, как мы осваиваем нотный текст современный, который нами написаны уже давно, и современные технологии вот этого, так сказать, звуковоспроизводства. Кому это будет интересно, я послезавтра готов показать это все достаточно подробно. Сегодня я хотел бы уделить время принципиальному вопросу, который ставит перед профессионалами вот поколение, которое должно, хотим или это не хотим, уметь делать это. Кто не захочет в жизни этим заниматься, не будет заниматься. Но считать, что современный профессионал имеет право не уметь этого делать, это было бы неправильно.
Уметь надо, захочешь – делай. Дело в том, что здесь мы всегда связаны с конкретным инструментом. Для того, чтобы сделать эти эффекты, нужно определенное строение рамы, иногда благоприятное. Единственный инструмент полностью годится – это стендбей. Теперь, как только вы начнете что-нибудь делать на струнах, вы моментально столкнетесь с настройщиками, которые везде, это в Америке, в Европе, все. То есть, понимаете, вот эта вот броня и кинжал, и снаряд, это вот оно существует. Все настройщики говорят, что мы тут портим рояли, все, что угодно, только не препарации, нет. Вот мы клеим бумажки на демпфера, все, вы сломали рояль не работает. В консерватории у нас это то же самое. То есть у меня были, когда мы занимались, вот репетировали, это у меня были очень серьезные трения с настройщиками. Но я думаю, что скоро Steinway вы будете выпускать специально маркированные демпфера для этой музыки, то есть какие-то особые приспособления будут придуманы, потому что музыка и эти приемы, они пошли достаточно широко. Чем отличается принципиально освоение вот этой технологии от освоения фортепианной технологии? Вот как вы видите, сочинения Джорджа Крама, они предусматривают и, так сказать, традиционную подготовку пианиста и нетрадиционную. Нетрадиционная подготовка пианиста отличается принципиально от того, к чему мы приучены в советской, так сказать, методике, в советской исполнительской школе. Как нас учили играть на рояле вообще исполнительство? Это вот как ты чувствуешь, так и играй. Вот чувствуешь здесь, давай. Понимаете, вы вот как ребенок руку ставит, вот с детства. Вот это вот мы, вот так мы привыкли. Туда хорошо, не туда, извините. В следующий раз сыграю туда. Жалко. Попробуйте сыграть пиццикатто, не поставив заранее палец на струну. Вот не найдя контакта со струной, там, пальцем, ногтем, чем угодно. Попробуйте сделать флажолет или заглушку, не поставив предварительно пальца. Вот мы попадаем в ситуацию, которая называется, собственно говоря, для меня, это педагогика предварительных действий. То есть мы проживаем музыку в одном темпе, руки у нас работают в другом режиме. То есть прежде чем извлечь звук, мы должны его приготовить. А мы привыкли, не знаю, как вы, но я-то точно. Вот как я чувствую, как я переживаю, так я играю один в один. И вся педагогика, основанная на системе Станиславского, она стоит вот на этом. Поэтому, когда мы когда-то, допустим, говорили о том, что в рассказе Андроникова ошибка Сальвини, рассказ о Сальвини, вот противопоставление искусства, значит, переживания, искусства как представления, да? Ну, конечно, мы все воспитаны на Станиславском. Все работы по советской методике, они все на системе Станиславского. Чем сильнее ты чувствуешь, тем лучше играешь. Вот это вот образное представление, ну, все, что связано, я не буду долго рассказывать. И вот возникает ситуация, условно говоря, с Сальвини. Вот для меня она вот сейчас, в мои 56 лет, пришла в некоторую как бы целостную систему с тем, что происходит и вот в современном исполнительстве, в современной педагогике. Когда мы смотрим внимательно, как описывается ситуация там одна с Сальвини, когда он играл роль Отелло, и там кто-то не закрепил колонну, на которой он должен был обязательно облокотиться. И весь театр, значит, там знающие люди с замиранием сердца ждали, что будет, ведь он же сейчас должен в этом акте облокотиться на эту колонну. Сальвини облокотился на эту колонну, и она не двинулась с места. То есть идея такая, что он натурально, в нашем понимании, не делал ничего. Но он делал до такой степени как бы натурально, что его такие вот вещи не могли смутить. Может быть, это несколько крайние случаи вот такого отношения суперпрофессионального, как я считаю, отношения к делу, но эта ситуация мне глубоко запала в душу. Поэтому, когда ты только, чем человек, когда начинает осваивать вот эту технологию, я просто мучился. Мне пора играть, я не знаю где. Пока не придешь к тому ощущению, что все в тебе должно быть запрограммировано, взгляд должен пойти вовремя. Палец должен пойти вовремя. Чтобы звук произошел вовремя, ты должен все делать заранее. Это, я вам скажу, это болезненно на каком-то стадии, потому что когда ты привык, вот как чувствуешь, так и играешь. А потом мы смотрим, как играет Горовиц, как играет Глингульд, как играет Микеланджело. И смотрим, что малейшую паузу они используют, чтобы руку положить на место. И рука ждет. Просто абсолютный гений в этом отношении – это Маурицио Поллини. Я видел, я просто не мог поверить. Он не успеет сыграть аккорд, кровавый аккорд в 11-м опусе Шонберга. Я смотрю, у него руки уже на другом аккорде. Я бы тут же находился бы и переживал, а он уже руки на следующий аккорд поставил.
У него все готово в этом отношении. Руками он играет. Откуда такая безошибочность? Откуда такая, так сказать, вот непогрешимость, которая возвела его в ранг чуть ли не одного из великих пианистов 20 века? Посмотрим. То же самое у Горовица. То же самое Ашкенази, как мне сказал недавно с одним англичанином беседу. Но он играет 110 опус, 31-ю сонату. Тим, пом. Он пока не найдет пальцами следующий аккорд, он его не играет. Понимаете, вот я подумал, да, я пережил эту вот ломку в самом себе, потому что для меня это было связано с освоением вот этой музыки. Я тоже как-то привык играть немножко вот так, как воспитывали. И когда потом все это я смотрю и у великих пианистов, я же ведь это тоже раньше замечал, иногда сам пользовался в рискованных моментах. Но видеть в этом систему я стал только в последние годы, потому что без этого эту музыку не сыграть вообще. Это условие. Ее не скоординировать во времени. А поскольку это не импровизация, а это требует точной ритмизации, и в этом есть тоже определенные законы, европейские, воспринятые американцами при всех их свободах. Вместе с тем, вот этот принцип, я понял, я проверял на своих учениках. Что это дает? Это практически снимает проблемы памяти во время исполнения. То есть, если ты в нормальной физической форме, если у тебя нет там 6-часового перепада во времени, то есть, если у тебя организм настроен нормально, то руки тебе страхуют память именно в этой ситуации. В современной музыке, не современной, в любой. То есть человек, который готов, то есть прошел дома эту регулировку, руки его подстраховывают, руки идут в то место, где они должны быть. Мы все считаем в методике про мышечную память, кинестезия, все эти ситуации. Но мы их как бы все время пристегивали к нашим вот этим, условно говоря, станиславским ориентирам. Это как раз на современном уровне смотрится совершенно по-другому. И вот вопрос, кому это надо, когда этому надо учить? Чем раньше, тем лучше. Тех детей, которым суждено стать профессионалом. Если, я говорю, мое глубокое убеждение, если ребенок не смотрится как профессионал, пусть играет себе в удовольствие, не нужно ему это вот, как профессиональная ориентация. Но если человек суждено быть профессионалом, он вот эту степень владения временем должен воспринять как можно раньше. Я уже детям говорю, которые, так играют на профессиональном уровне, вот у тебя четвертная пауза, почему ты здесь руку держишь? Положи на бас, у тебя бас далеко, ты потом уже будешь попадать. Но вот этот шаг, человек должен зависеть не потому, что вот он переживает то, что у него звучит, а потому, что он как профессионал должен знать, что он должен сделать дальше. И вот это та самая главная психологическая, если хотите, может быть, даже отчасти философская проблема, возникающая в современной педагогике в связи с современной музыкой. Вот с теми явлениями, которые мы должны, так сказать, постигать, осваивать, так сказать, интерпретировать, как угодно. Они в советской музыке, в российской музыке сейчас есть, они везде есть. Я совершенно убежден, что вот если с этими средствами ознакомятся более подробно якутские композиторы, они тоже найдут возможность. Вот меня порадовало, когда хлопали в 4 руки играли, да? Нормальное ощущение. Вот сегодня при внесении всех этих тембров, это вот сегодня же пианист может петь, кричать, декламировать, то есть какие-то вещи играть на ударных инструментах вместе со всем. Это совершенно нормально. Это вот современная форма функционирования исполнителя. Если мы не хотим остаться, знаете, нет, вот после Рахманинова музыка кончена. Есть такие. Кому-то невыгодно подставляться с таким репертуаром, потому что, извините, здесь просветительства больше, чем шоу, и успеха тут, ползала скажет, что такое, что происходит, зачем это, может гораздо проще. Вот. Поэтому я хотел как раз остановить ваше внимание, здесь есть очень важный, я говорю, профессиональный момент. Я сейчас это просто обозначаю как проблему, потому что со своими учениками, естественно, с каждым индивидуально приходится к этому подходить. У вас, может быть, такое возникнет, а может быть, вы к этой идее вернетесь через какое-то время. Все, я полагаю, что мы должны уже, так сказать, для концерта. Есть ли у вас вопросы? Олег Юрьевич, я до встречи с вами просто нужно полагал, что только Алексей Любимов в России играет новую музыку. Кроме Любимого и вас, кто-нибудь играет новую музыку в ближайшие полвека? Я хотел сказать, что еще одним из своих учителей в этом плане я считаю Анатолия Угорского, ныне профессора в Детмольте, в Германии живет. Этот человек очень много открыл мне в современной музыке. Когда он сам много играл, я впервые у него слышал какие-то пьесы из «Взглядов на младенца Иисуса», такие, которые на меня произвели впечатление. Ну и, конечно, я не забуду, как это Мессиана играл Владимир Виардо.
Совершенно удивительное исполнение. Владимир Виардо, он сейчас где-то то ли в Москве, то ли в Америке, не знаю, но из того, что я у него слышал, это было совершенно потрясающе. Вот это для меня как эталон на то, что я слышал. Я слышал французов весь цикл, хорошо, но вот представить себе, что мессиановский вот этот комплекс, ну, представьте, как какое-нибудь суперпанорамное современное кино с самыми звездами, голливудскими, и вот это все в натуральную величину, с кровью, с этим, вот так, как он написал какой-то суперформатный вот такой вот фильм. То есть в этом есть, конечно, театральность какая-то, но чем дальше, тем больше я убеждаюсь, что подлинного там, он не для театра это писал в 43-м году. Не для театра. Я сыграл все образы слова «Аминь», 7 пьес для 2 фортепиано, с огромным удовольствием. Замечательное совершенно сочинение. И что мне очень нравится, очень красивый рояль. У него Мессиана очень красиво звучит. Так сказать, предполагается звучание рояля, он очень любит этот инструмент. Знаете, всегда ощущаешь, когда композитор любит инструмент, и когда композитор не любит. Вот, например, Альфред Гаррич Шнитке, который я хочу, он терпеть не может рояль. Я совершенно убежден. Он 3 сонаты написал фортепианных, да? У меня есть сочинения, во-первых, ну ладно, не вдохновляют. Но у меня глубокое ощущение, что он не любит рояль в принципе. Вот ему что это... Но не просто как Кейдж, допустим, вот ему нужно было вот реализовать ситуацию. А вот он, когда делает препарацию, Альфред Гаррич, я играл его сочинение, и с ним я очень был знаком. Так что он милейший человек, замечательный музыкант, и экстра профессионал. Ну не любит рояль. Так что это вопрос такой. Есть. Не так уж нас много. Не так нас много. Потому что это призвание отчасти. Вот есть какая-то потребность. А уметь должны все в той или иной степени, чтобы быть готовыми к постижению этого языка, этого нотного текста, этой стилистики.